Перед входом на Гыронбеттон обязателен особый ритуал. Нужно прикоснуться к колокольчику на главном входе, будь это дом или огромный праздничный майдан. Не прикоснулся, значит, не сказал, чтобы тебя встретили. Ну, чтобы мы знали, видели, что уже гости у нас пришли. В строгом соответствии с традициями одним из первых на праздник входит Фарид Мухаммедшин. Рядом с ним главный федеральный инспектор Виктор Демидов и заместитель главы парламента Удмуртии Татьяна Ишматова. Почетных гостей встречают со всем радушием, угощениями и танцами. Осмотрев подворье, Фарид Мухаммедшин задержался в одном из них. Времени как раз хватает, чтобы переодеться в национальную рубаху удмуртов дерем. Настоящий удмурт. Не русский, не татарин, не чуваши. В этом году республиканский Гыронбеттон проходит в 25-й раз. В юбилейный год праздник бьет рекорды и по количеству гостей. На Майдане 40 фольклорных коллективов из Татарстана, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей Пермского края. Гыронбеттон знаменует окончание посевной. На русские названия переводятся как «конец пахоты». Зечбуреч, гажана ешьёс. На торжественном открытии Фарид Мухаммедшин приветствует гостей на удмуртском. Он отметил, трудолюбивые удмурты – четвертая по численности этническая группа Татарстана и радует, что бережно сохраняет свою культуру. Наш народ умеет хранить богатство, умеет творить это богатство. И мы стараемся показать это дружелюбие, уважение и нашим гостям. Особую сплоченность и колорит праздника в своем приветствии отмечают и гости. Сила в дружбе народов, которые населяют нашу великую, многонациональную и многоконфессиональную Россию. Несмотря на то, что республиканский праздник сегодня проходит и на удмуртской земле, сегодня очень большая делегация приехала на татарстанскую, гостеприимную, нашу доброжелательную землю, которой действительно, с дружбой с которой мы действительно очень гордимся. Праздник подводит черту под окончанием весенне-полевых работ и посевной, а значит, можно хотя бы ненадолго, но отложить саху в сторону, вместо нее взяв за руки друг друга, потому-то издревле народ и собирается вместе, чтобы встретиться с теми, с кем давно не виделся, и попеть песни, которые давно не пел. К слову, в песнях тесно переплетены труд человека и плодородие земли. Это отличительная черта удмуртского фольклора, отмечает местный ансамбль «Зангари». Это все вместе связано. Главная душа. В это время на другой части Майдана ставят рекорд России. На Гыронбеттон решили сварить самую большую кашу. На национальное блюдо васям-жук ушло 20 килограммов гусиного мяса, 40 килограммов пшеницы, 15 килограммов сливочного масла. Позвольте зафиксировать. Получилось 290 килограммов вместе с котлом и больше 200 без него. Рекорд с результатом 248 килограммов. Объявляю официально зафиксированным. Поздравляю! Свои подворья на праздничном Майдане сегодня представили и другие народы Татарстана. На Гыронбеттоне все нации народности присутствуют. Тут и русских, и татар, и чуваш, и мордвы, и марийцев. Очень много. Значит, это объединительные праздники. Впервые на Гыронбеттоне прошел республиканский конкурс удмуртских семей. Участие приняли 5 пар вместе с детьми. Все они из разных районов Татарстана. Праздник следующего года примет уже Менделеевский район. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Кукмурский район.